Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, хочу вас всех поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, давайте сегодня посмотрим такую тему. Что неожиданно с вами случится? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, подумайте о себе, загадайте на себя. Также вы можете загадать свой срок. Так и спросите, что неожиданно со мной случится. Надеюсь, вы настроились. Давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что неожиданно с вами случится. Так, ну что, поехали, да? Что случится? Во-первых, придется с кем-то. Вот смотрите, вы, да, с вот таким вот кинжалом, ножом с кем-то боретесь. Вернее, кого-то просто накалываете на пику своего ножа. Вам придется столкнуться с тем, кто против вас, либо с тем, кто с вами конкурирует, с тем, кто вам создает препятствия, кто вам мешает, кто закрывает вам путь, понимаете? Вам придется. Может быть, вы человек очень неконфликтный, либо вы человек, ну, такой добрый, да, всепрощающий. Но здесь повернется так судьба, либо настолько вы сильно, скажем так, выйдете из себя, либо разозлитесь, что вы этого человека в пылу своего праведного гнева просто наколите на острие своего ножа, либо своей шпаги и покончите с этим неприятелем. То есть кому-то очень крепко от вас достанется. Я вижу, что этот человек, он триггер, он раздражитель, либо она давно к вам цепляется, давно вас вот прям подковыривает, да, вот все время там пытается, да, сзади подбежать, да, и как, знаете, такая маленькая шавка, да, укусить, причем так побольнее, чтобы, да, чтобы прям до крови, да. Я вижу, что человек напросится. Это не потому, что вы агрессивный человек, это не потому, что вы желаете войны, а просто человек напросится на большие неприятности. Значит, с каким-то своим недоброжелателем, с каким-то своим врагом, может быть, конкурентом вы разберетесь. Причем это случится в самое ближайшее время. Следующий момент. Здесь у вас, смотрите, такой петушок идет. Видите, худенький, правда, петушок. Худенькие петушки говорят о больших возможностях, либо о небольших деньгах, которые в вашу жизнь вот-вот зайдут. Причем зайдут с какой-то очень непредсказуемой стороны. Да? Либо, может быть, человек, от которого совсем не ждете, сделает вам очень актуальное предложение, очень такое, знаете, весомое, либо человек вам что-то вернет. Может быть, просто денег даст, может быть, вернет долг, может быть, с вами чем-то очень важным и ценным поделится. Поэтому не упустите эту возможность. Дальше идем. Здесь семья, семейные отношения. Придется вам, вот мамочкам особенно, да, потому что, смотрите, тут какая женщина у нас красивая, придется вам особо как-то уделить время деткам, особенно маленьким деткам. Может быть, ребенок приболеет, может быть, там раскапризничается, может быть, там какой-нибудь, я не знаю, будет момент, когда вы будете вынуждены, да, по разным причинам как можно больше проводить времени со своим ребенком, либо уделять очень много времени своему ребенку. Значит, вы за этот момент очень переживаете, потому что в левой стороне у нас выходит эта картинка. Может быть, думаете, это будет сложно, это будет утомительно, может, там у меня не получится, либо как-то я не смогу. Нет, это все пустое, все получится, все будет замечательно. Вы еще и удовольствие получите от того, что вы столько много времени проводите с ребенком. Может быть, это не совсем ваш ребенок, вот, может быть, вас кто-то попросит посидеть с ребенком, либо вы бабушка, либо вы, может быть, сестра, тетя, да? То есть кто-то вам подкинет маленького ребенка, с кем вы будете очень много возиться, уделять времени. Дальше, мои милые, здесь идет человек с подарками, с цветами, я не знаю, кавалер, скорее всего. Значит, смотрите, у этого кавалера, что в голове, что внизу, да, дырочки. Эти дырочки говорят о том, что человек, ну, легкий, поверхностный. В
В принципе, это может быть как видимая черта, то есть человек ведет себя несерьезно, то есть у него как-то все просто, все там куплю, люблю и полетели. На самом деле человек глубокий, человек не тем местом думает, на которое вам кажется, наоборот, он думает сердцем. Вот человека очень сильно к вам тянет, вы его прям намагничиваете, и ему просто хочется с вами общаться, вас узнавать. И да, он такой легкий, и да, эта легкость, она скорее нервная. То есть человек очень глубоко переживает, побаивается, и это просто маска. Маска, в которой он чувствует себя комфортно, в которой он может быть с кем угодно, да, любым там супергероем. Да, внешне это будет выглядеть наигранно, но поверьте, он это делает не потому, что он такой безнадежный, там, прожигатель жизни, а потому что именно так ему легче к вам проявиться. Будет за вами ухаживать, вы будете думать, что он несерьезный. На самом деле вы очень глубоко задели этого человека и очень, так знаете, глубоко внедрились в его сердечко. Так что будет за вами ходить, ухаживать, предлагать вам встречи. Ну, тут разное будет предлагать. Ну, а вы что думаете? Кстати, у кого-то еще отыграется, что человек совершенно молодой по возрасту, моложе, чем вы, либо как бы вот по ментальному составляющему выглядит гораздо моложе и глупее. Ну что, буду говорить, как я вижу. Потому что дырочка все-таки она про какие-то такие глупые поступки, либо какое-то глупое поведение, детское, может быть, даже незрелое. Дальше дом вышел, ваш дом. В доме, смотрите, как вы будете заниматься своим домом. Вы будете его наполнять. Но наполняете вы его почему-то с левой стороны. Да, вот он ваш дом, а вот вы наполняете с левой стороны. Что-то вы будете делать лишнее. Что-то вы будете делать то, что не к месту, не кстати. Может быть, много денег потратите на то, чтобы наполнить свой дом, допустим, да, новыми какими-то аксессуарами, мебелью, либо ремонт какой-то затеете. Сейчас не лучшее время. Сейчас нужно сфокусироваться на чем-то другом, либо поэкономить деньги, либо именно в этот период времени ничего не стоит делать. Может быть, затеете какую-то там мега-генеральную уборку, все там вытащите, переберете, а потом у вас просто времени не хватит, чтобы все на свои места расставить. Поэтому прежде чем заниматься своим домом, либо какими-то серьезными глобальными вопросами в своем доме, несколько раз подумайте, кстати ли это, к месту ли это, либо можно немножечко подождать. Дальше, мои милые, кто-то будет ругаться в семье, в доме. Претензии банальные, претензии либо не хватает внимания со стороны мужчины, либо денежный вопрос. Просто вот денег, может быть, не хватает. Вот смотрите, прежде чем ругаться, вот только вы на меня не обижайтесь, посмотрите на себя. Потому что я вижу, что вы что-то делаете не совсем так, не совсем корректно. Я не оправдываю вашего партнера, может быть, он там тоже глупит, тупит, но есть еще дырочка с вашей стороны. То есть где-то вы за собой чего-то не замечаете. И из-за этой маленькой причины у вас вот такая вот буря в доме, да, назовем это так. Немножечко поразбирайтесь в себе, на досуге посидите, подумайте, что делаю я, что делает, например, партнер, насколько это стыкуется и где у вас проблемы, да, где у вас утечки, протечки. Об этом нужно подумать. Дальше, мои милые, у кого-то будут родственники, гости на пороге, причем свалятся как снег на голову. Вы совсем не ждете, либо вы говорили, что вы не готовы, что вы, например, никого не принимаете, никого не желаете видеть, а нет. А они таки прорвутся, они таки придут, приедут, и, как знаете, как ни в чем не бывало. Вас это, конечно, будет раздражать. То есть вам гости эти, не нужны они, да? Не время и не место. Вы хлебосольный человек, вы никогда не отказываете, но всему есть лимиты, всему есть предел. Вот люди просто нарушат ваше пространство, ваше спокойствие. Просто хочется сказать какой-то шабаш будет, да, когда прям голова людей идет. Здесь нужно вам, милые, немножечко быть погрубее, что ли, либо построже. Не бойтесь показаться противной, не бойтесь показаться злой. Если люди пересекают границы дозволенного, нужно их останавливать, нужно размечать, да, размежевать, где можно, где нельзя. Потому что я вижу, что вы раздражаетесь, я вижу, что вам это все мешает, это все сбивает, разрушает ваши планы. Вы как будто бы назад начинаете из-за этого откатываться. Не бойтесь отказать. Лучше отказать, чем разругаться потом в пух и в прах. Вот это будет худшее. Дальше.
У кого-то вопрос какой-то государственной важности будет. Я не знаю, с чем это связано. Вижу, что прям остро станет, и вам нужно будет какое-то действие совершить, какую-то, может быть, поездку, либо что-то где-то там собрать, донести, принести, распечатать, составить. Да? Вот какие-то вопросы пойдут, вот именно бумажные какие-то, ну, как головная боль. Да? Вот такое пойдет. Смотрите, вам все равно придется это делать. От этого не уйти. Выдыхайте, успокаивайтесь и старайтесь с одного раза все это сделать, да, чтобы вы все сделали правильно. Не бойтесь спрашивать и не бойтесь уточнять. То есть, если нужно куда-то позвонить, написать, да, делайте это. Не идите на авось. Вроде как собрала, вроде как правильно, ну, пронесет, не пронесет, да, еще раз скажу. Вот этого не надо, потому что вы и расстроитесь, потеряете очень много времени. То есть все можно сделать в один момент, все можно сделать правильно, и совсем можно быстренько разобраться. Дальше, по здоровью. По здоровью, в принципе, я вижу только лишь опасения. Опасения, что вот что будет со здоровьем моим, близких, то есть как больше страхи я вижу. И только лишь у единиц отыграется действительно проблема со здоровьем, и это будет связано. Ну, почему-то идет вот горло-грудь. Горло-грудь идет. Горло-грудь. Знаете, что я вам скажу? Когда вы почувствуете, либо кто-то из ваших близких почувствует какое-то недомогание, даже самое легкое, здесь нужно очень настойчиво добиваться квалифицированной помощи. И если вас кто-то там будет говорить, да, ерунда, это все, это там аспиринчику, да, парацетамольчику, не слушайте этого человека, добивайтесь именно квалифицированной помощи, чтобы послушали, посмотрели, проверили там горло, уши, да, вот все, что нужно, вот прям, чтобы осмотр полноценный человек прошел, может там анализы сдать. Вот этого добивайтесь, потому что здесь из-за чьей-то халатности, либо из-за чего-то поверхностного отношения небольшая проблема может превратиться, ну, действительно, в очень серьезное дело. Не дай бог, конечно, пусть это предсказание здесь в песке останется, но я вас предупредила. Здесь нужно, как бы, знаете, за себя, за своих близких горой постоять и добиться, чтобы люди по чести, по совести выполняли свою работу. Так, мои милые. А у кого-то прям любовь будет идти. Любовь, причем любовь такая сладкая, наполненная. Здесь такие страсти безумные будут бушевать. Здесь, смотрите как, вы когда вместе, все хорошо. Но когда вы немножечко друг от друга отстраняетесь, вы начинаете, и он думает что-то себе, и вы что-то себе думаете. И вроде думаете вы на одну и ту же тему, но почему-то об этом не говорите. Здесь, конечно, любить друг друга замечательно, классно, так и делайте, но и не забывайте обсуждать свои мысли, не забывайте обсуждать ваше будущее совместное. Говорите свою позицию, выслушайте своего партнера. Здесь очень важно диалог сохранять. Не только вот наслаждаться друг другом в интимной части жизни, но и диалог нужен. Диалог очень такой вот будет у вас продуктивный. Вы и лучше друг друга узнаете, лучше будете понимать интересы друг друга, и это поможет вам действительно построить очень хорошие, стабильные, крепкие отношения. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.